конкурсе приняли участие студенты из различных вузов и колледжей городов России и стран зарубежья. Участники соревновались в нескольких номинациях, включая творческие номера и дефиле. Жюри, состоящее из известных деятелей культуры, спортсменов и блогеров, оценивало участников по множеству критериев, таких как харизма, умение держаться на сцене, оригинальность и, конечно, внешние и физические данные. Этот конкурс – событие для Кызыла, который подчеркивает талант и амбициозность молодежи. Особенно запомнилось зрителям яркие и креативные номера участников, которые включали в себя танцевальные и вокальные выступления, показ мод и театрализованные сценки. Среди участников конкурса выступили Даниил и Ассоль, которые буквально в этом году в Санкт-Петербурге выиграли в конкурсе красоты и мужества «Дангна и Тажи», что в переводе означает «король и королева». Участники делятся эмоциями. В Санкт-Петербурге, когда участвовали в конкурсе «Дангна и Тажи», был опыт, там я набрался опыта. Было, конечно, волнительно, было сложно, подготовка была очень сложной. Но мы смогли, мы выиграли, мы приехали сюда также выигрывать. Собрали сил, потратили очень много времени. И настал день X, в который мы сегодня сейчас выступаем. И я бы хотел пожелать всем хорошего выступления и пусть победит сильнейший. Ваше впечатление? Я тоже очень переживала, даже когда выступала в Питере, вот. И сейчас немного переживаний ушли, вот. И я тоже хочу пожелать, чтобы победил сильнейший. Зрители, состоявшие в основном из студентов, преподавателей, друзей и родных участников, активно поддерживали конкурсантов на протяжении всего мероприятия. Зал был заполнен полностью, и атмосфера буквально кипела от энергии и эмоций. Мероприятие вызвало широкий отклик среди горожан и студентов, подчеркивая важность подобных культурных событий для сплочения молодежи. Здесь все победители тоже соревнуются между собой, вот, и показывают свои таланты. Поэтому очень отрадно то, что у нас в республике проводятся вот такие масштабные мероприятия, да, среди молодежи. И хочется сказать, не сказать, а пожелать всем участникам победы и развивать наше будущее. Завершение конкурса прошло в теплой и праздничной атмосфере с награждением победителей и общей фотосессией всех участников. Итак, по итогам конкурса студенты Республиканского медицинского колледжа специальности медико-профилактическое дело Александр Андар и Алденсай Надпит стали победителями конкурса «Мисс и мистер Альма-Матер-2024». Инна Клоян, Начин Оржик, Мирана Иргит, телеканал Тува-24.